Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях понедельника, 14 декабря. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Бехедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Цену на сахар и растительное масло могут зафиксировать. Владимир Путин раскритиковал министров за повышение цен на базовые продукты питания. Остается напряженная ситуация с коронавирусом в регионе. Расскажем, как обстоят дела с COVID-19 в Нерюнгринском районе. Новые правила оформления больничного в России сегодня вступили в силу. Для удобства пассажиров поезд Нижний Бестях-Нерюнгри теперь ходит по новому расписанию. 5 миллионов рублей на модернизацию кинозала. Новый кинотеатр откроется в Ленске. Первые елочные базары открываются в Якутске, и теперь можно приобрести живой атрибут новогодних праздников. Цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на 3 месяца. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источники на рынке. По данным издания, цену на подсолнечное масло могут зафиксировать на уровне 95 рублей за литр при покупке у производителей и 110 рублей в рознице. Цены на сахар могут зафиксировать на уровне 36 и 45 рублей за килограмм соответственно. Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал министров за повышение цен на базовые продукты питания и призвал чиновников повнимательнее относиться к данному вопросу. Глава государства обратился к главам Министерства экономического развития и сельского хозяйства Максиму Решетникову и Дмитрию Патрушеву с требованием принять меры по стабилизации цен в течение недели. Президент добавил, что пандемия не является действительной причиной повышения цен на товары. Рост цен на сахар, он происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях сегодня падает покупательная способность населения. Постоянно об этом говорим. Реальные располагаемые доходы упали на сколько там? На 3% с лишним. На 4,3%, Владимир. Ну, на 4,3%. Да, на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71 с лишним процентов. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет просто для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают, значит, вот на такие величины, а вы, значит, мне сказки рассказываете здесь. 202 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Якутии за минувшие сутки. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Из 202 в Якутске 90 случаев, в Алданском районе 16, в Мирнинском 12, в Нерюнгринском 9, в Мегино-Кангаласском 7. Во многих других районах от 1 до 6 заболевших. За сутки лаборатории региона провели более 2000 исследований на коронавирус. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию в Алданском и Мегино-Кангаласском районе, в которых зарегистрированы случаи, которые связаны с коллективными заражениями в интернате для проживания школьников в Мегино-Кангаласском Улусе и в социальном учреждении в поселке Илмах Алданского района. Также необходимо обратить внимание, что высокое количество случаев относительно жителей остается в Мирнинском районе, в Нерюнгринском районе. Как вы знаете, с пятницы мы начали работу по вакцинированию медицинских работников. В полном объеме вакцина размаркирована, и на настоящий момент, значит, первые медики, соответственно, проходят соответствующую вакцинацию. Через 21 день эти медики пройдут повторное вторую часть вакцинирования, ну и, соответственно, исходя из тех решений, которые будут приняты на уровне Российской Федерации, мы дальше продолжим вакцинирование медицинских работников, затем социальных работников и далее по тем группам, которые сегодня определяет Министерство здравоохранения России.
По данным оперштаба, в Нерюнгринском районе с начала года было зарегистрировано 643 заболевших COVID-19. Из них 47 случаев среди детей. Коронавирус в районе продолжают фиксировать, однако крупных очагов на промышленных предприятиях нет. Подробнее о текущей эпидситуации расскажет Екатерина Павлова. Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями в Нерюнгринском районе по-прежнему остается напряженной. Однако отмечается позитивная тенденция. Так, сегодня процент болеющих ниже эпидпорогов по сравнению с предыдущей неделей, когда превышение эпидпорогов составляло до 50%. Превышение ни по одной из возрастных категорий детских контингентов не выявлено. У нас в среднем заболеваемость среди детей снижена до минус 50% по отношению к эпидпорогам. В то же время по взрослому населению пока превышение эпидпорогов фиксируется, и в основном заболеваемость фиксируется среди взрослых контингентов. Это, как говорится, в первую очередь работающее население, работающая группа. И в целом, значит, эта тенденция, к сожалению, пока еще не имеет направления к снижению. Сегодня фиксируется меньше новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя в целом заболеваемость еще находится на серьезном уровне. В районе развернут дополнительный коечный фонд, общая численность койко-мест 140. Его заполнение сегодня около 80%. Многие болеющие проходят лечение амбулаторно на дому. В Нерюнгринском районе вакцинация от коронавируса не начата, однако ожидается поступление вакцины. В первую очередь будут вакцинироваться лица, которые связаны с оказанием медицинской помощи населению. В пределах тех квот, как говорится, которые будут распределяться Минздравом республики. Главные требования по профилактике коронавируса остаются прежними. Соблюдать все меры безопасности, быть настороженным к себе и своим близким. При возникновении симптоматики обратиться в поликлинику и на период обследования находиться дома вам и лицам, находящихся в контакте с вами. В случае выявления коронавирусной инфекции медицинская организация направляет экстренное извещение в адрес Роспотребнадзора. Проводится опрос граждан со сбором дополнительной информации и уточнения границ очага. Далее медицинское обследование, наблюдение, лечение. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Новые правила оформления больничного в России сегодня вступили в силу. Листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде. Есть вариант получения больничного дистанционно, а больничный по уходу за ребенком теперь не ограничивается по срокам, но существует ограничение на оплачиваемый период, не более 15 дней. Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка. Сейчас короткая реклама, а очень скоро мы вернемся в эфир. Смотрите далее. Для удобства пассажиров поезд Нижний Бестях-Нерюнгри теперь ходит по новому расписанию. 5 миллионов рублей на модернизацию кинозала. Новый кинотеатр откроется в Ленске. Первые елочные базары открываются в Якутске. Теперь можно приобрести живой атрибут новогодних праздников. Продолжаем нашу программу. Резидент ТОР «Южная Якутия» увеличит мощности Наглинской обогатительной фабрики по переработке угля. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства обогатительной фабрики мощностью 12 миллионов тонн в год. Обогатительная фабрика Наглинская-2 включает 2 площадки, основной производственный участок и площадку отвала отходов углеобогащения. На втором этапе строительства будет введена отдельная технологическая линия комплекса классификации углеподготовки, складирования рядового угля, его обогащения и отгрузки отходов. С 13 декабря пассажирский поезд Нижний Бестях-Нерюнгри отправился не утром в 10 часов, а по новому расписанию. Сделано это для удобства пассажиров. Ульяна Шагина подробнее о новом расписании. Сегодня в 12 часов 26 минут в Нижний Бестях из Нерюнгри прибыл пассажирский поезд по новому расписанию. Это продумано для удобства пассажиров. Если раньше они спешили в автовокзал Якутска для трансфера в Нижний Бестях в 6 часов утра, то сейчас автобус отходит в 17 часов вечера. Стоимость проезда – 450 рублей. Поезд тронется с Нижнего Бестяха в 19 часов 30 минут и прибудет в Алдан утром в 7 часов 30 минут, а в Нерюнгри в 14 часов 40 минут. Вот приехали днем на вокзал,
очень удобно, не в вечернее время, тепло, уютно, хорошо. Все очень довольны, радостны, как говорится, якутским железным дорогам. Огромное спасибо. С введением нового расписания существенно сократится время в пути для вагонов без пересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска. Теперь время в пути до Хабаровска составит 2 суток и 10 часов, а до Благовещенска 2 суток и 46 минут. На улице минус 48 градусов. Отменены самолеты, а пассажирский поезд приходит по расписанию в срок. Поезд прибывал до этого в 5 часов 2 минуты местного времени. Утреннее время. Мы столкнулись с такой проблемой, как туманы. Люди не могли попасть в Якутск, и задержки составляли до 6 часов. Теперь это все исключается, так как время прибытия поезда дневное. С 20 декабря начнет курсировать вагон без пересадочного сообщения до Иркутска. Время в пути составит 3 суток и 3 часа 36 минут. В 50-градусные морозы, когда самолеты прилетают с задержкой, можно комфортно и надежно ездить на поезде. В Мирном участник программы переселения соотечественников Артем Ходорковский с супругой и дочерью получили паспорта. О том, что сподвигло семью переехать и какие виды государственной поддержки получают переселенцы, расскажет наш СОПКОР в Мирном Марферина Алексеева. Получить российское гражданство семья Хордаковских смогла благодаря специальной государственной программе помощи переселенцам-соотечественникам. В Республике Саха программа действует 2 года. За это время в Управление по вопросам миграции поступило около 200 заявлений от соотечественников. А чтобы получить статус участника программы, нужно иметь востребованную профессию. Районы заселения – это промышленные районы: Мирнинский, Нерюнгри, Алданский, Ленский, ну и, конечно же, ряд северных районов. Так? Мы, конечно же, ориентируемся на узкопрофильных и высококвалифицированных специалистов. Артем Ходорковский – участник госпрограммы. Стал 50-тысячным соотечественником на территории Дальнего Востока. В 2019 году со своей семьей переехал в Мирнинский район из Казахстана. В этом же году устроился на работу в акционерной компании «Алроса». Семья все-таки разрослась, нас 5, в Казахстане было тяжеловато. С работой тяжело очень постоянно найти работу. А если по специальности найти, то заработная плата очень низкая получается. То есть, семье прожить тяжело. И здесь это оказалось востребованной профессией. Буквально через месяц я уже устроился на работу. Я работаю в специализированном тресте «Алмаз-Автоматика», инженером по наладке и испытаниям. Для Ходорковских получение паспортов стало важнейшим событием. Теперь у них получится реализовать много семейных планов. Город Мирный домом они выбрали не случайно. Устраивает климат, красивая природа, добродушный народ и хорошая финансовая поддержка. По программе «Дальний Восток» – это приоритетный регион, и здесь подъемная сумма больше. То есть на заявителя это 150 тысяч, на каждого члена семьи это идет по 90. И также они возмещают перелет. Также еще есть региональная помощь, это города Мирного, по 10 тысяч рублей на каждого. И на аренду жилья помощь тоже по 10 тысяч ежемесячно, за 6 месяцев, где-то на полгода. Среди участников программы преобладают граждане Украины, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Стоит отметить, программа отвечает интересам республики, компенсирует кадровый дефицит в районах. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Навыками, необходимыми для освоения будущей профессии, овладевают воспитанники коррекционной школы-интерната поселка Нижний Куранах Алданского района. В период повышенной готовности учебно-воспитательный процесс не прекратили, однако меры безопасности усилены многократно. Тему продолжит Татьяна Вахнина. На уроке математики идет закрепление счета. Малышам предстоит посчитать количество действий учительницы и повторить их в большем или меньшем числе. У ребят постарше классный час. Медработник рассказывает школьникам о том, как уберечься от ВИЧ-инфекции. Учебный процесс в коррекционной школе-интернате 8-го вида поселка Нижний Куранах осуществляется в полной мере. Каждая классная комната обеспечена раковиной, также физическое дистанцирование. На уроках дети сидят по одному. В реалиях сложной эпидемиологической ситуации меры безопасности усилены многократно. К слову, детвора знает правила поведения и соблюдает их неукоснительно, полностью осознавая смысл действий, которые еще несколько месяцев назад были неизвестны. Все массовые мероприятия у нас проводятся по классам.
В классах, в спальнях и в столовой соблюдается дистанция. Сегодня в школе 8-го вида обучаются 96 детей. Около 30 ребят находятся на домашнем обучении. Почти 70 мальчишек и девчонок проживают в интернате. В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья очень важна непрерывность. И от соблюдения мер безопасности в прямом смысле зависит будущее ребят. Также мы проводим проветривание классов по графику, кварцевание классов, спален тоже проводится по графику. В школе 8-го вида большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанников. Вышивка и рукоделие, работа с деревом и металлом, рисование и лепка, вокал и хореография. Ребята одерживают победы во всевозможных конкурсах. Пандемия вовсе не ограничила возможности людей посмотреть и себя показать. Некоторые награды уже получены. По части конкурсов ожидаются итоги. Мы ждем результатов республиканского конкурса плакатов «Мы любим спорт», проводимого благотворительным фондом «Харысхал» в рамках инклюзивного онлайн-парафестиваля «Спортивный класс». Творческая группа девушек под руководством учителей технологий приняла активное участие в 3-м республиканском фестивале моды «Долина Туймада» и заняла в номинации «Джинсомания» 3-е почетное место, представив свою коллекцию спецодежды. Учебно-воспитательный процесс в школе 8-го вида не ограничивается получением книжных знаний. Выпускникам коррекционного учреждения открыты не все дороги, и педагоги стремятся максимально развить ребят и дать им навыки к освоению будущей профессии. Татьяна Вахнина, Алданский район, поселок Нижний Куранах. В Ленске в рамках нацпроекта «Культура» будет открыт новый кинотеатр. О завершении строительства материал нашего корреспондента. Сегодня новый кинозал практически готов к открытию. Заканчивается монтаж звукового оборудования и проектора. Устанавливаются кресла. Впереди завершающий этап – монтаж экрана. На проведение всех работ у инженеров 5 дней. По словам Романа Игнатьева, в кинозале установили самое современное кинопроекционное и звуковое оборудование. Одна из таких, скажем, новых особенностей здесь является звук очень хороший. Вот последнее слово техники получается, да, и проектор у нас японский очень хороший тоже. Маленький относительно. На модернизацию кинозала в рамках национального проекта «Культура» при финансовой поддержке фонда кино было выделено 5 миллионов рублей. На эти средства закуплено оборудование. Располагается кинотеатр на базе Центрального дома культуры на 1-м этаже. Под него выделено небольшое помещение. Проведена реконструкция. Был осуществлен ремонт этого помещения за счет спонсорской помощи. Спонсорскую помощь оказали ООО «Ленск-Речь-сервис» и ООО «Техносервис», за что им огромное спасибо. Составила, сумма около 700 тысяч все вместе. По словам администрации города, жители с нетерпением ждут начала показов. Раньше посмотреть новинки кинематографа им удавалось только спустя несколько дней, а то и недель. Учитывая, что кинозал у нас будет оснащен по линии фонда кино, да, при поддержке фонда кино Министерства культуры Российской Федерации, они нацелены именно на поддержку кинозалов в малых населенных пунктах. Поэтому тут цель такая, чтобы кинозал у нас работал именно со всеми новинками. Поэтому практически все премьерные показы, которые будут на территории Российской Федерации, один день в день они должны быть премьерными показами и в нашем малом кинозале. Конечно, сегодня в связи с пандемией кинозал будет работать не на полную загруженность, но все-таки он будет открыт. И уже в эту пятницу намечен первый показ фильма. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Во Владивостоке завершился совет при полпреде президента России на Дальнем Востоке Юрии Трутневе. Главы регионов съехались в столицу Приморского края, чтобы обсудить важные темы. Одной из них стало развитие внутреннего туризма и сотрудничество в этом направлении между Приморским краем и Якутией. О чем договорились, расскажем далее. Приморье является универсальной логистической точкой для всего Дальнего Востока. И Приморский край, и Якутия развивают туризм примерно в одном направлении. Оба региона делают ставку в первую очередь на гастрономический туризм. И если для Якутии это экзотическая для туристов национальная кухня, то для Приморья синтез даров моря и тайги.
Конечно, мы славимся своей гастрономической историей, то есть у нас довольно-таки интересная сложилась гастрономическая составляющая Приморского края. Это ряд фестивалей, таких как фестиваль краба, фестиваль креветки, фестиваль мидии, фестиваль тайги. То есть это все то, чем мы богаты, чем мы прославились действительно на всю страну. Туристско-информационный центр сегодня главный агент по туризму Приморья. Он является не только справочным центром по объектам туристского показа, но и занимается активным продвижением как международного, так и внутреннего туризма. Свою, как ни странно, лепту в этом вопросе внесла пандемия. Эксперты в один голос утверждают, после пандемии гастрономический туризм станет важнейшим мотиватором для туриста. Возможно, в эти годы мы не сильно сотрудничали по направлению внутреннего туризма между регионами Дальнего Востока. Ну, конечно, ковид сложил свой отпечаток. И сейчас мы направлены на Дальний Восток, чтобы сложились тесные туристические связи между нашими регионами. Но мы готовы встретить и якутского туриста. Мы готовы сотрудничать с якутским туристом. Мы готовы сами развиваться и расти в данное направление. Приморцы признаются, оба региона, Приморье и Якутия, уже достигли общего понимания о том, кого бы они хотели видеть гостями на своих территориях. Для этого простого содружества недостаточно. В первую очередь должно быть взаимное продвижение. Вот, например, да, мы можем предложить, ну, не знаю, потенциальному гостю из Новосибирска. Уважаемые друзья, прилетайте к нам, мы можем показать программу на несколько дней, а из Приморского края вы можете посетить еще несколько регионов Дальнего Востока, в том числе Якутию. Сегодня Якутия действительно сделала огромный шаг в развитии своих туристских продуктов. Это уникальные зимние туры, этнографический туризм, охота, рыбалка, сплавы по рекам, посещение национальных парков, различные событийные мероприятия, в том числе шоп-туры. И приморцы готовы объединить усилия в развитии всех этих направлений. Так, мероприятия по продвижению туристского потенциала Якутии планируется включить в план взаимодействия с туристско-информационным центром Приморского края на 2021 год. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Владивосток, Якутск. Первые елочные базары открываются в Якутске. Приобрести живой атрибут новогодних праздников можно на базе ГАУ «Якутлесресурс» по улице Киши Алексеева, 9/1. Как отмечают работники лесничества, в этом году из-за сухого лета удалось заготовить елей и сосен меньше, чем в прошлом году. Сейчас на базе можно приобрести сосны, заготовленные в окрестностях Якутска, а после 15 декабря в столицу прибудут новогодние елки из Мегино-Кангаласского района. Из-за отсутствия летом дождей сосны и ели, заготовленные к празднику, выглядят не очень презентабельно. Но работники лесничества уверяют, при правильном уходе за деревьями уже через пару дней ветки сосен раскроются и деревья станут настоящим украшением домов в праздники. Можно его поставить в ведре с мокрым песком или в воде. Тогда она приживается и начнет, хвоя позеленеет. Она раскрывается, уже начинает расти, поэтому можно нынче поставить. Сейчас кажется, они желтые, но они, если в тепло занести, воду поставить, они хвоя зеленеет. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.